Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Уважаемые братья и сестры, сегодня, с позволения Аллаха, мы поговорим о рае. Какой он, рай? И расскажем о том, что сказал Аллах по поводу рая. В первую очередь, надо сказать о том, что было сказано Аллахом в Коране. Всевышний говорит в Коране: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». А что дается человеку взамен за покорность Аллаху? Рай. Рай — вечная обитель. В этот мир мы приходим на определенное время. Рождаемся, живем и умираем. Поистине, посредством земной жизни мы можем заслужить себе вечный рай. Один ученый сказал, что этот мир подобен рынку. А для чего мы приходим на рынок? Чтобы купить для себя необходимые вещи. Так и мы приходим в этот мир, чтобы заслужить своими благими деяниями этот рай. В Коране Аллах говорит: «Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай». Сегодня мы любим развлечения, Иблис наталкивает нас на плохие поступки. Если мы не будем разрешать себе такие вольности, предостерегая себя от недозволенного, кто бы он ни был, местом его вечного обитания будет рай. Рай станет наградой для тех, кто уверовал и, преодолевая тысячи разных трудностей земной жизни, вел борьбу против своего нафса и против шайтана. Этих людей, которые с честью выдержат экзамен перед Всевышним Аллахом и заслужат пребывание в раю, группами проводят в рай. Их там встретят райские стражи со словами: «Добро пожаловать в рай». Ученые сказали, что в судный день Аллах соберет тех, кто при жизни перенес горести, трудности, болезни, чтобы за это их одарить раем. Видя это, остальные люди скажут, что они тоже испытали бы все это, чтобы сегодня попасть в рай. Но чтобы перенести эти горести и болезни, оставаясь довольным всему, что не спосылает на тебя Всевышний, на это тоже надо иметь терпение. Поэтому мы молимся, подобно тому, как молился и посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы Аллах защитил нас от того, что выведет нас из богобоязненности и терпеливости. С одной благонравной женщиной, да будет доволен ею Аллах, случилось большое несчастье. У нее спросили, почему она такая радостная и веселая. Она сказала, что у нее в душе образовалась горечь от того, что случилось с ней сегодня. Поистине, из-за того, что она за это в судный день получит вознаграждение раем, все это превратилось в сладость. У посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, был сподвижник по имени Умайр, радийаллаху анху, который потерял ногу на войне. Он сражался на пути Аллаха, чтобы заслужить награду от Всевышнего. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к нему: «Умайр, твоя нога раньше тебя оказалась в раю». Как же красиво он хвалил своих сподвижников, радийаллаху анхум. Когда Абу Суфьян, радийаллаху анху, в одном из сражений лишился глаза и держал этот глаз в руке, к нему обратился посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы помолиться за него и вылечить этот глаз. Но это была причина, благодаря чему этот сподвижник смог бы оказаться в раю. Этот глаз уже был в раю. Тогда Абу Суфьян, радийаллаху анху, бросил глаз на землю и сказал: «Для меня важнее довольство Аллаха». Есть и другие примеры. Когда к нашему пророку, алейхиссаляту вассалям, пришел незрячий человек и попросил восстановить его зрение, посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, что он может попросить вернуть ему зрение, но если он в этом мире потерпит, то тот в ахирате окажется в раю. Этот человек все равно захотел быть зрячим. А другая женщина пришла и стала жаловаться на болезнь, но узнав, что из-за этой болезни может быть вознаграждена раем, выбрала терпеливость и не захотела исцеления. Сады Эдема, в которые они войдут вместе со своими праведными отцами, супругами и потомками, ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир вам за то, что вы проявили терпение. Как же прекрасна последняя обитель! Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, в Медине заключил договор с около 70 сподвижниками, что они будут покорны Аллаху и Его посланнику, и будут следовать Ему, что они не будут щадить себя и свое богатство на пути Аллаха. Тогда они спросили, что же они получат взамен. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что они будут отблагодарены раем.
Тогда один встал и сказал, какой же хороший договор они заключили. Как же мало мы отдаем, но как много получим взамен благословения Аллаха и рай. Есть такой аят в Коране, и этот же аят есть и в Инжиле, и в Таурате, ниспосланные пророкам Айсе и Мусе. В 3 книгах Аллах ниспослал этот аят. В Коране Всевышний говорит: «Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на рай». Поэтому сказал сподвижник посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, какой же хороший договор мы заключили. Этот договор записан в Таврате, Инжиле и в Коране. Этот договор будет существовать вплоть до судного дня. О том, что на пути Аллаха надо быть праведным, честным, благонравным, что если в твое время появится пророк, то будешь следовать ему. За это тебя Аллах отблагодарит раем и своим довольством. Какое же это величие! Рай – это уголок счастья вечной жизни, место бесконечного счастья и наслаждения. Это место обитания тех, кто удостоился довольства своего Господа. В раю нет места неверию, многобожию, лицемерию и заблуждению. Также там нет места дурным чертам характера, таким как ложь, злословие, клевета и прочее. Обитатели рая будут лишены таких недостатков, как болезни, усталость. Если ты поклоняешься Аллаху и следуешь его посланнику, алейхиссаляту вассалям, довольный своей судьбой, тогда Всевышний тоже доволен тобой, о раб Аллаха. Мы, рабы Аллаха, мы уповаем только на Аллаха. Таким своим рабам Всевышний отправляет своих ангелов, и они говорят ему, чтобы они не боялись. Каждому праведному мусульманину ниспосылаются с небес ангелы, и они при их смерти говорят им: «Не печалься, о раб Аллаха, по поводу того, что останется в этом бренном мире, семья ли это, богатство ли. С этим все будет хорошо. Все трудности судного дня, сират, мост сират, висы и мизан, мучения в могиле преодолеешь с легкостью. Ведь ты следовал посланнику Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, был праведным, покорным мусульманином и строго соблюдал договор с Аллахом. Мы принесли тебе хорошую весть от Аллаха. Аллах вознаградит тебя обещанным раем. А в нем есть все, о чем вы мечтали. Если при жизни он желал чего-то, будь это дети или муж, или что-то другое, все это для него будет в раю. Например, у него умер сын в раннем возрасте, но он был терпелив, и поэтому Всевышний воссоединит их в раю. Не останется ни одно малейшее благо без возмещения в раю. В раю не будет никаких трудностей, ни молитв, ни поклонений, люди не будут стареть и болеть. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что в раю будут красоты, которых ты никогда не видел, которых ты даже не можешь вообразить, подумать, поразмыслить. Там не будет ни холодно, ни жарко, не будут болезни, горести, страдания, злоба, обида и ревность. Всего этого не будет, чтобы люди жили свободно и хорошо. Если при жизни ты совершил какое-то зло, но ты искренне раскаялся и тебя простили, то об этом не будут напоминать, чтобы тебе не было неловко. В раю Аллах уготовил дворцы для тех, кто при жизни совершал поклонения, хорошие деяния. Из еды будет все, что душа пожелает, люди не будут скучать. Тем людям, которые попали в рай и там хорошо устроились, Всевышний скажет: «О обитатели рая, чего вам не хватает, чтобы вы хотели еще?» Тогда обитатели рая скажут: «О Аллах, здесь есть все, что мы можем еще просить, как мы красиво и хорошо живем здесь, как прекрасно мы здесь устроились». Тогда Всевышний скажет им, что даст им свое довольство и что никогда не разгневается на них, что в дальнейшем им не придется даже стараться заслужить довольство Аллаха. После этих слов все обитатели рая закричат от радости. Таким образом, Всевышний даст им свое вечное довольство, потому что рай тоже вечный.
Подумайте сами, что самое прекрасное. Верующие услышат речь Аллаха, они увидят Его. Столько всего Всевышний уготовил нам в раю. Какое это величие, взамен на наше малейшее усилие. Пусть мы будем достойны такого величия. Пусть мы и наши семьи будем достойны вечного рая. Рано или поздно мы расстанемся друг с другом, но Аллаху посильно воссоединить нас в раю. Пусть Всевышний воссоединит нас в раю. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, чтобы мы просили рай у Аллаха, Фирдаус. Мы просим у Аллаха Фирдауса. О Аллах, воссоедини нас в раю Фирдаус. Вальхамду лилляхи раббил аламин.